Глава администрации Сухума Беслан Эшба в школе номер 5 провел встречу с жителями нового района, среди которых большинство были учителя школ района. Во встрече участвовали заместитель главы администрации Автандил Сурманидзе, депутат парламента Астамур Герхерия, депутат Сухумского городского собрания Асидат Бар. Встреча организована по инициативе руководства управы нового района. В начале встречи с жителями нового района глава администрации Сухума Беслан Эшба поделился общей информацией о положении дел в столице, рассказал о проведенных ремонтных работах, о коррективах, которые внесла пандемия в намеченные планы, и о том, какие силы были брошены в столице на борьбу с ковидом. Все силы и наши, и республики были направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Город Сухум тоже делал немало, вносил общий вклад в эту борьбу. Значит, что было сделано с инфекционной больницей, вы прекрасно знаете. Не вы, так может быть кто-то из родственников туда попадал. Как была поставлена работа, какие были там произведены нашими силами местными усилия для того, чтобы наладить там качественную работу. Ну и, разумеется, где могли, где успевали, где позволяли нам возможности, мы помогали, разумеется, лекарственными препаратами в том числе. Сейчас работа там продолжается, раз уж, чтобы закрыть эту тему, она сейчас работает как инфекционная больница. Беслан Эшба отметил, что в этом году показатели бюджета позволяют провести некоторые необходимые работы по городу. Этот год он стал беспрецедентным по тому объему работ, которые проводятся в городе или завершались по городу. Только город Сухум, пока еще планирует, так скажем, уже выполнено на более чем 80 миллионов рублей работ разных, самых разных, от мелких ремонтов до крупных ремонтов и так далее. Нам удалось в этом году купить серьезную технику, там более 40 миллионов рублей, которая уже поступила, сейчас в дороге находится. Нам удалось купить транспорт, который будет сейчас вывозить мусор. Удалось наладить работу, увеличить платежи в городской бюджет. В 2020 году, в мае месяце, городской бюджет был 1 миллиард 100 миллионов. Сегодня 2022 год, по расходам мы идем 1 400 450. А вот сейчас мы еще недавно добавили, почти на 1,5 миллиарда рублей вышли. Удалось получить больше планов в бюджет, и поэтому появились у нас какие-то дополнительные возможности. Со следующего года, я в присутствии вас всех говорю, что мы еще больше займемся новым районом. После того, как мэр выразил готовность напрямую обсудить самые разные темы, волнующие жителей нового района, присутствовавшие стали озвучивать свои насущные проблемы. Состояние дорог, состояние лифтов и подвалов в многоквартирных домах, отсутствие освещения на улицах, ситуация с временной мусоросвалкой в таксопарке. Спрашивали также, включены ли какие-либо объекты нового района в инвестпрограмму и многое другое. Касаясь ремонта дорог в микрорайоне, депутат Народного собрания Астамур Герхерия напомнил, что администрации города ведется ямочный ремонт, пока по первому кругу, затем начнут и по второму кругу нового района. Беслан Эшба с сожалением констатировал, в связи с тем, что надо приводить в порядок подземные коммуникации, капитальное асфальтирование на многих участках пока невозможно. Прекрасно понимаю состояние улицы 30 сентября. Здесь могу сказать, что если сил нам хватит, дело в том, что там только вопрос не в асфальте, там вопрос коммуникации. Пока землю надо вырыть, все внизу поменять, а потом только асфальт. Поэтому идти туда ямочным ремонтом, это все поднимется через некоторое время, когда трубы начнут снова подводить. Беслан Эшба уточнил, что срок сдачи мусорного полигона в Гулрыбском районе – декабрь 2022 года. После его открытия перестанут свозить мусор со всей столицы в новый район, откуда потом его вывозят в полигон в город Гал. Понимая неудобства горожан, проживающих вблизи места временного сбора мусора, Эшба поделился, что вывоз мусора на такое дальнее расстояние сопряжен с существенными расходами из городского бюджета. Поэтому начало функционирования полигона в селе Кацикыт Гулрыбского района ждут все. У них срок сдачи декабрь 2022 года. Я что хочу попросить вас и обращаюсь этим самым ко всем жителям нового района. Вы не думайте, что мы этим не живем. Мы точно так же этим живем, как и вы. Ищем решение. Но оно есть, только нужно немножко время. Наверное, осталось я не знаю, в декабре, если они сдадут, то январь-февраль начнется массовый вывоз отсюда. Это значит, в 3 раза быстрее будет происходить. Если в ГАЛ 3 рейса, то сюда, наверное, будет 6, 7, 8 рейсов в день. Это будет быстрее. Вот хочу, чтобы вы нас поняли. Для этого и техника, и автомобиль мы успели запастись.
Это у нас есть. Я понимаю запах, я понимаю крысы, я понимаю многое другое. Я говорю, это языки. Хучик, шарах тахуб, хучик, амтах тахуб. В то же время мэр Сухума отметил, что будет усилена работа по уборке мусора в городе. Беслан Эшба напомнил, что благодаря проведенной реформе платежи населения за коммунальные услуги остаются в местной управе, чтобы из этих же средств помогать решать возникающие проблемы. И в первую очередь помощь будет оказываться многоквартирным домам с безупречной платежной дисциплиной, отметил мэр. Нередки случаи, когда именно от жителей домов, где не платят коммунальные услуги, поступает наибольшее количество заявлений и просьб решить ту или иную проблему. И так получается, что люди, кто платит добросовестно и вовремя, мы их деньгами закрываем те вопросы там, где люди живут и не платят. Это нечестно, это неправильно. Прекрасно понимаю, что вы должны видеть и обратную связь, то есть работу самой местной управы, бывшего дома управления, сейчас управы. Когда вы платите какие-то услуги коммунальные, они должны себе обязательно, вы их должны ощутить. Да, на себе, на доме. С учетом того, что мы все эти деньги, которые платятся за коммунальные платежи, теперь уже оставили у вас на месте здесь, мы не забираем их в город. Они все находятся в управе. Там они аккумулируются, потом, исходя из тех потребностей, которые здесь есть, исходя из тех пожеланий, которые у вас здесь есть, они здесь же и расходуются. Плюс наша помощь и наша возможность прийти и помочь в тех или иных вопросах. Эти деньги не идут на содержание самого аппарата управы, не на зарплаты их. Их мы сами содержим, город, за наши деньги, городские и так далее. Ваши платежи вместе с нашими платежами вместе дадут хороший результат. Я вас прошу, там, где у вас есть возможность, донести до друзей, соседей, родственников, кто рядом живет. Это же небольшие деньги. Там можно из той общей задолженности попросить с администрацией переговорить, какой-то график сделать на 2 года, на 3 года, и чтобы не было больно по карману, по чуть-чуть, значит, какие-то платежи вносить. В новом районе Сухума 136 многоквартирных домов. Начальник управы номер 5 Эдуард Хашба рассказал, что из собранных в этом году платежей в 5 миллионов рублей уже около 2 потрачено на благоустройство в самом районе. Все те деньги, которые мы раньше должны были писать письма, там должны были пройти канцелярию, рассмотреть, и потом только мы могли что-то сделать. Сейчас мы эти вопросы можем решать на месте. Все в наших руках, все зависит от нас. Благодаря вот этой самой реформе, которую провел Беслан Федорович, это его идея, которую он воплотил, и доверие большое было оказано новому району, именно новый район эта реформу начал, и она дает свои плоды, дает свои результаты, и мы все в этом, я думаю, чем дальше, тем больше убедимся. Хашба поделился, что администрации Сухума уже приобретены и скоро будут установлены несколько детских площадок в новом районе. Также ремонтируются остановки. Помимо этого, нам удалось там порядка 25-27 лифтов восстановить, только те, которые вообще никогда не работали. Сейчас идет работа над восстановлением еще 5, ну, может быть, 6-й лифт. 2, по-моему, в новом районе, что-то там на Адыгейской, ну и по городу тоже. Директор школы номер 5 Лиана Хварския, в которой проходила встреча, рассказала, что контингент учащихся увеличивается из года в год, в связи с чем актуален вопрос расширения помещения образовательного учреждения. Лиана Хварская поблагодарила администрацию за оказанную помощь перед началом учебного года. 300 парт и 4 ноутбука. В данной школе нам выделили 300 парт. Мало не это, но 300 парт выделены, но вот сегодня приятно нашим детям и нам, взрослым, детям за эти парты. Выделили в 5-й школе 4 интегрированные доски, ноутбуки, все полностью комплекты. Контингент 5-й школы растет. В этом году на данный момент 862 учащихся. Работаем мы уже в 2 смены. Да, это радует нас, контингент растет, но классных кабинетов не хватает. Директор 15-й школы была скромна в выражении просьб и лишь пригласила мэра к себе в школу, чтобы он сам воочию увидел, в чем они нуждаются. Беслан Эшба обещал посетить школу. Он также отметил, что здание этой школы не подходит для учебного заведения. Мэр поделился, что проект по восстановлению бывшего здания самой большой в районе 15-й школы готов, нужно найти финансирование. Руководство города надеялось включить ремонт в инвестпрограмму.
Но на ближайшую трехлетку социальные объекты в нее не попали. И мы очень надеялись, которая заброшенная, вот эта большая школа. Кто знает, я туда сам приезжал с комиссией, мы ходили, смотрели, мерили, обмеряли этими дронами, не дронами, специально все это замерено, и у нас уже готов проект. Вам очень понравится. Все зоны предусмотрены, какие должны быть в большой, серьезной школе. Над этим работаем, об этом знает премьер-министр, тот, кто ведет, как говорится, инвестпрограмму, об этом знает, как вариант был чуть ли не под кадетскую школу, то тоже как гимназию сделать, и этот вариант. У нас все готово, осталось только найти деньги. Может быть, что-то еще будут дополнительные возможности, если будем ровно ходить, не качаться, все будет хорошо. После завершения встречи Беслан Эшба еще пообщался с жителями района, которые рассказывали о существующих проблемах ему лично. Амра Амиджиба, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум.